Добрый день, уважаемый господин Ли Хайтао. Добрый день, уважаемый генеральный консул Цзян Сяон. Добрый день, дорогие китайские товарищи, друзья, коллеги. Я приветствую вас всех в нашей гостеприимной республике. Искренне благодарю за нашу дружбу. Наш форум, он посвящен побратимским связям муниципальных образований Якутии и Китая. Это очень важное направление народной дипломатии. Я всегда считал и сейчас считаю, что именно дружба между муниципалитетами приводит в дальнейшем к дружбе между регионами, а дружба между регионами ведет уже к стратегическому партнерству и дружбе между странами. И историческая встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР, председателя Си, которая прошла в марте этого года, еще раз подчеркивает это. Недаром наш президент Путин говорит о том, что диалог России и Китая стал предельно доверительным, а стратегическое взаимодействие всеобъемлющим и вступающим в новую эпоху. Сегодня 19 муниципалитетов Якутии имеют побратимские отношения с 22 городами и уездами Китайской Народной Республики. Конечно же, мы в первую очередь понимаем, что Китай – это сегодня крупнейший внешнеторговый партнер не только нашей Российской Федерации, но и ее субъекта крупнейшего Республики Саха-Якутия. Внешнеторговый оборот за прошлый год он уже практически превысил 3 миллиарда долларов. Рост очень серьезный по сравнению с предыдущими годами, но я считаю, что у нас есть еще более огромный потенциал. Конечно же, я вижу, что перспективы дальнейшего нашего экономического сотрудничества лежат не только в реализации тех или иных инвестиционных проектов на территории Республики Саха-Якутия или каких-то проектов на территории Китая, но и, конечно, в вопросах решения транспортно-логистических задач, которые есть сегодня как раз на пути продукции из Якутии в Китай, из Китая в Якутию. И очень отрадно, что мы сегодня с господином Ли Хайтао, с китайской делегацией очень активно обсуждали вопросы строительства трансграничного перехода Джалинда-Махэ в Амурской области. Это проект, который сегодня поддерживается Амурской областью, Республикой Саха-Якутия, провинцией Хэйлунцзянь и уже обсуждается на уровне правительств Китайской Народной Республики и Российской Федерации. Создание этого трансграничного перехода со строительством железнодорожного автомобильного моста позволит на 2000 практически километров сократить путь нашей продукции, якутской продукции или китайской продукции, так можно и по-другому называть, на наши рынки. Конечно же, это огромное преимущество, которое мы должны обязательно будем реализовать. Уверен, что совместными усилиями этот проект будет реализован, и это, конечно же, послужит очень серьезному росту товарооборота между Якутией и Китайской Народной Республикой, и в целом придаст импульс по развитию ряда новых отраслей, в том числе и здесь у нас в Республике Саха-Якутия. Ну а если рассуждать дальше, то, конечно же, мы должны думать и о развитии других, более крупных транспортных коридоров. Например, я считаю, что с участием китайских партнеров наша страна может в дальнейшем уже смотреть и реализовывать проект по строительству железной дороги от Якутска на Магадан. Тот проект, который еще достаточно давно уже обсуждается, и как раз появление такого пути тоже, конечно же, очень выгодно для дальнейшего развития наших двусторонних связей, для более быстрого выхода продукции Китая на мировые рынки, ну и для того, чтобы, опять же, наша продукция могла как можно быстрее, оперативнее попадать на те или иные территории Китайской Народной Республики. Конечно же, я уверен, что кроме реализации проектов, связанных с разработкой месторождений полезных ископаемых, к которому китайские партнеры испытывают интерес, здесь у нас есть ряд проектов в другой сфере. Это и
связанные с развитием переработки сельхозпродукции, это проекты, связанные с развитием местной промышленности, в том числе местной промышленности строительных материалов, и достаточно большое количество проектов, связанных с развитием туризма. Именно в части туризма, я считаю, тоже в ближайшее время у китайских партнеров могут быть здесь очень реализованы хорошие проекты, которые позволят, с одной стороны, полностью реализовать туристический потенциал Якутии, который практически еще не раскрыт, а с другой стороны позволят здесь создать соответствующую современную туристическую инфраструктуру именно под прием гостей из Китайской Народной Республики и вообще в целом с Юго-Восточной Азии. И, безусловно, говоря о развитии отношений с Китайской Народной Республикой, нельзя не сказать о развитии нашего гуманитарного сотрудничества. У нас масса проектов совместных, которые сегодня уже начинают реализовываться, и у которых очень большой потенциал, связанных и с наукой, с образованием, со спортом, с культурой. Список можно продолжать, так, и я уверен, что в ближайшее время эти проекты уже из таких прорабатывающихся проектов уже станут реальностью. Вот, например, мы сейчас с ректором Северо-Восточного федерального университета Анатолием Николаевичем обсуждали как раз проект, который на очень высокой степени уже готовности, проект создания совместного Саха-Китайского университета в городе Зилинь, Китайской Народной Республики. Это практически будет один из второй совместно российско-китайский университет на территории Китайской Народной Республики. И еще раз хочу подчеркнуть, что проект практически уже на завершающей стадии по оформлению документов. И, конечно же, мы все знаем, что в следующем году у нас игры Дети Азии 8-й раз будут проходить крупнейшие детские спортивные соревнования. И уверен, что Китайская Народная Республика, так же, как и многие десятки стран Азии, конечно же, примут участие в этом замечательном празднике детского спорта. А чтобы, если говорить о трудностях, знаете, трудностей много, да, но трудностей бояться можно вообще ничего не делать. Вот. А мы трудностей не боимся, мы идем вперед. И вот я считаю, что те безумные западные санкции, которые вводятся против нашей страны, они как раз подвигают нас более активно работать с нашими друзьями. И это же известная русская пословица, что друг познается в беде. Да? Ну, кто с нами в этот момент, те будут с нами дальше дружить. А те, кто от нас отвернулся, ну, тем будет плохо. Вот так скажем. Да.